Здравствуйте, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала. В студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Опять жалоба. Мигранты в Москве указывают на неправомерные задержания и оплату штрафов без квитанций. На севере Кыргызстана подрались киргизы и дунгане. Милиция переведена на усиленный режим службы. Эмомали Рахмон посещает Бадахшан, сдает в эксплуатацию объекты и обещает отстроить разрушенные стихией дома к ноябрю. Командование Национальной гвардии Кыргызстана силой прорвалось на территорию заповедника, едва не задавив егерей. Повернуть реки вспять. В Казахстане предложили использовать воды Иртыша для спасения Аральского моря. Эксон Одинаев, очередной таджикский оппозиционер, бесследно исчезнувший в России. Мигранты из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана обратились в СМИ и даже сделали фотографии, чтобы показать, в каких условиях оказались в Федеральной миграционной службе после задержания на улицах Москвы. Конечно, по их словам, они ни в чем не виновны, но даже если это и не так, то условия содержания людей все равно вызывают вопросы. Накануне трудовые мигранты из 3 республик Центральной Азии обратились в Азадагон, чтобы пожаловаться на незаконное с их точки зрения задержание и те условия, в которых они оказались в миграционном спецприемнике. Рабочие утверждают, что все документы у них в порядке, патенты оформлены, пошлины оплачены, регистрация имеется. Однако днем в одном из районов Москвы их задержали сотрудники ФМС России и доставили в районное управление, после чего держали там почти сутки. По словам мигрантов, сотрудники ФМС требовали с них некие штрафы в 2000 рублей, и те, кто отдавал деньги, тут же выпускались. При этом никаких квитанций об уплате рабочим не выдавали. Те же, кто упрямился, остаются в спецприемнике, и теперь с них требуют уже 5000 рублей. Мы попытались разобраться в обоснованности жалоб мигрантов, но в пресс-службе УФМС отказались давать какие-либо комментарии по телефону и попросили письменный запрос. Однако нам удалось поговорить с правозащитником Рустамом Касымовым, которому известны детали данного дела. Дня 3 назад, вот, по-моему, 27 или 28 числа, ФМС приехал на стройку, и забрал порядка 80 трудовых ситуаций. Потом их доставили в ФМС по адресу Ботанический дом 8, это где метро Владыкина. И их, соответственно, там держали приличное количество времени, почти до следующего дня, где-то до 3 ночи. Некоторых отпустили, некоторым оформили протоколы, непонятно пока за что, то есть эту ситуацию сейчас выясняем, оформлен на 2000. А 10 из них задержали и отправили в Останкинский суд. Вчера должен был состояться суд. Соответственно, скорее всего, суд вынесет выдворение с административным штрафом в 5000. Данный вопрос надо обжаловать, явное нарушение прав и свобод. Тем более, все эти мигранты, насколько мне было известно, они были легально оформлены, имели патенты. То есть это явно чей-то заказ. Может быть, строители не хотели платить, вызвали ФМСников. Может быть, какой-то такой межкорпоративный конфликт, может быть, конфликт на уровне не заплатили и так далее, требовали взятку. Здесь я не могу сказать первую причину, но факт остается фактом, что нарушение прав мигрантов, особенно из Узбекистана, из Таджикистана, из Средней Азии, носят массовый характер, носят системный характер и носят откровенно национально мотивированный характер. Президент Таджикистана прибыл в пострадавшую от селевых потоков и наводнений Горно-Бадахшанскую автономную область. И буквально сразу же по его приезду стихия нанесла повторный удар. Селевой поток повторно накрыл поселок Барушан, опять принеся 1000 тонн грязи и камней. В это время Эмомали Рахмон в других районах Бадахшана открывает построенные объекты. Президент поучаствовал в открытии цеха по производству облепихового масла, туристического комплекса, филиала банка, 4-этажного дома, районного отделения образования, цеха по переработке камня, центра по обучению женским ремеслам и других объектов. Также глава республики встретился с пострадавшими от селей, дома которых разрушены грязевыми потоками. Эмомали Рахмон подтвердил намерение властей построить для них дома до 6 ноября, чтобы люди смогли заселиться до наступления холодов. Правозащитные организации бьют тревогу по поводу исчезновения гражданина Таджикистана, который проживал в Санкт-Петербурге. Эксон Одинаев пропал еще 19 мая, и с тех пор активного оппозиционера, вынужденного уехать из Таджикистана, никто не видел.
Правозащитные организации считают, что он мог повторить судьбу Максуда Ибрагимова, которого спецслужбы Таджикистана выкрали из Москвы и вывезли на родину в багажном отделении, а после приговорили к 17 годам заключения. Эксон Одинаев как раз и состоял членов ибрагимовского оппозиционного движения «Молодежь Таджикистана за возрождение». Родные Одинаева обращались за помощью в российские правоохранительные органы, но результата так и нет. О том, как проходит поиск пропавшего активиста и какие версии исчезновения имеются, нам рассказал родной брат Эксона Одинаева Васидин Одинаев. Поиски пока только информационные, в основном, да, то есть давим на информацию, чтобы люди побольше как-то интересовались этим, чтобы какие-то ответы, какие-то меры принимали. Что касается, допустим, следователя и вообще правоохранительных органов России, то пока что на данный момент ничего конкретного они не говорят и не комментируют как-то, да. То есть общаемся неопределенно с неким следователем, то есть да, нет, то есть ничего особого не говорят и не сообщают. То есть там у него и была с собой сим-карта, эту сим-карту сейчас пробивают, где она выключена, но эту сим-карту уже якобы 2 месяца уже проверяют. Была такая идея даже к адвокатам обратиться, к частным, но там, так сами понимаете, сейчас в Москве такие цены там предъявляют и шансы, то есть они говорят то, что может быть мы сможем что-то вам сказать, рассказать, а может быть и нет, так что это риск 50 на 50. Что касается адвоката, адвокат сейчас нужен в принципе, потому что все-таки возможно, что вот-вот откуда-нибудь и про него что-нибудь мы узнаем. Далее коротко об актуальных событиях в Центральной Азии. В Афганистане уезд Ханабад провинции Кундуз, который граничит с Таджикистаном, перешел под контроль талибов. Боевикам радикального движения «Талибан» удалось взять под контроль 80 населенных пунктов. Глава МИД Таджикистана заявил о том, что антироссийские санкции тревожат республику. С первого дня этих санкций мы на разных мероприятиях заявляли свою позицию, что мы против этих санкций. Россия является нашим стратегическим партнером, и любые санкции против России, которые приводят к ухудшению каких-то звеньев экономики, возымеют отрицательные последствия для нашей страны, отметил Сираджиддин Аслов. Все страны Евразийского экономического союза, кроме Казахстана, завершили процесс ратификации договора о присоединении Кыргызстана к союзу. Ожидается, что в ближайшие дни протокол о присоединении подпишет и Нурсултан Назарбаев. Казахстан вслед за Россией ввел временные ограничения на ввоз латвийской и эстонской рыбной продукции. В Москве во время грозы от удара молнии погиб рабочий, гражданин Кыргызстана. Причиной смерти стала молния, ударившая по мобильному телефону, по которому мигрант решил позвонить, временно укрывшись под деревом. От удара молнии телефон оплавился, а пострадавший скончался от полученных ожогов. На севере Кыргызстана, в городе Токмак, на рынке вспыхнула драка между киргизской и дунганской молодежью. Словесная перепалка о национальном превосходстве переросла в рукопашную. Прибывшая милиция арестовала всех участников инцидента. Правоохранительные органы нескольких районов Чуйской области переведены на усиленный вариант несения службы. На место выехало руководство областной милиции, которое провело профилактические беседы с молодежью района. Силовики также организовали встречу представителей молодежи и аксакалов киргизской и дунганской национальностей, на которой стороны выслушали друг друга, после чего пообещали не препятствовать расследованию и не провоцировать новые столкновения. Буквально несколько дней назад правительство Кыргызстана денонсировало соглашение с США о сотрудничестве за присуждение премии Госдепартамента осужденному на пожизненный срок Азимжану Аскарову. Президент не только поддержал правительство, но и высказался, что эта премия – намеренная провокация США по разжиганию межнационального конфликта на юге Кыргызстана. У меня, как у президента, всего один вектор – это вектор Кыргызстан. Все должно делаться в интересах Кыргызстана. И я открыто вам скажу, не буду дипломатничать, что я полностью поддерживаю и заявление Министерства иностранных дел, и я полностью поддерживаю решение правительства нашей страны, потому что многие говорят, ну что такое, дали кому-то премию, но на самом деле эта премия, она фактически как такой, тут растет трава, и кто-то бросает в эту траву уголек. И, возможно, этот уголек погаснет, а может быть, этот уголек даст пожар. Потому что заранее в умы, скажем так, узбекской общины закладывается такая мысль, что в Кыргызстане для вас плохо,
В Кыргызстане с вами обходятся несправедливо. В Кыргызстане при существующей власти и вообще в рамках Кыргызстана у вас никогда не будет справедливости. То есть опять же будоражатся вот эти сепаратистские настроения, которые уже на юге 3 раза приводили к кровавым столкновениям. И это, я считаю, надеюсь, что это не продумано, но боюсь, что это продуманная провокация, направленная на разжигание межнационального конфликта на юге Кыргызстана. Так есть ли внешние силы, которым на руку межэтнические конфликты в Кыргызстане, или это проблемы скорее внутренние? Мнение политолога из Кыргызстана Игоря Шестакова. В принципе, есть, конечно, социально-экономические аспекты, которые могут, если не напрямую, то косвенно влиять на межнациональную напряженность. Вот. Все-таки, скажем так, невысокий уровень жизни, он может выступать как бы неким, скажем так, инструментом для того, чтобы эту ситуацию осложнять. Также вот, особенно после 2010 года, было немало исследований по поводу межнациональной тематики, и там также указывалось на то, что представители кыргызской национальности, скажем так, представлены достаточно малочисленно в органах государственного управления, несмотря на существование квоты, значит, при выборах в парламент все-таки достаточно немного представителей других национальностей и в депутатском корпусе находится. А в это время в республике разгорается другой скандал. Сотрудники биосферного заповедника Сары-Челек выложили в интернет видео, на котором видно, как высшие офицеры Национальной гвардии Кыргызстана с помощью силы прорываются на территорию заповедника, возя с собой катер, чтобы рассекать по глади особо охраняемого озера. Автомобиль, который числится за главой Национальной гвардии, грузовая машина с катером и несколькими офицерами буквально силой прорвались на территорию биосферного заповедника. Экологи не смогли ничего противопоставить офицерской силе и пропустили нарушителей. Однако тут же составили протокол об инциденте и сняли видеообращение к властям с просьбой прекратить беспредел. Именно ролик, выложенный в сеть, возымел большее действие, чем официальный акт. Пользователи начали активно возмущаться, после чего командующий Нацгвардией был вынужден оправдываться за себя и подчиненных. По его словам, самого его в авто не было, хотя, согласно положению, никто другой не имеет права пользоваться его машиной. Он был в командировке и отправил машину назад в столицу, однако она заехала чуть-чуть не туда. От должности командира войсковой части отстранен подполковник Съездбек Дасбаев, который непосредственно запечатлен на видео. Начато служебное расследование, инцидентом заинтересовалась военная прокуратура. В Министерстве энергетики Казахстана рассматривается вариант использования вод Иртыша для спасения стремительно исчезающего Аральского моря. Для этого требуется построить канал протяженностью 60 километров, а также водохранилище. Такой вывод можно сделать из интервью заместителя главы Евразийского центра воды Людмилы Шабановой. По ее словам, водных ресурсов Акмолинской области Казахстана вполне достаточно, чтобы обеспечить подпитку Аральского моря. Для этого нужно построить водохранилище загруженного типа, то есть не держать там воду целый год, а собирать весенние паводки и сливать их для орошения и других нужд. Второе направление пополнения чаши Северного Арала – переброска части стока реки Иртыш, для чего необходимо построить Астанинский магистральный канал с забором воды из Шадиртинского водохранилища. С вами была новостная служба Центральноазиатского телевидения. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.